Ассаламу алейкум, связанные с безопасностью не только туристов, но и жителей Узарского района, наверное, все понимают, это первоочередная задача обеспечить безопасность всех жителей и в том числе туристов, которые приезжают к нам в гости. Удовольствие, которое получают люди от посещения нашего района, это мы хотим, чтобы они не приезжали. Одно дело удовольствие, которое они получают, другое дело вот та женщина, которая говорила, то представление, которое имеет про дагестанцев, а мы для чего это все делаем? Чтобы показать, не такие дикари в Дагестане живут. Поэтому давайте мы по повестке пройдемся, мы говорим безопасность. Основной вопрос у нас по безопасности и по призыву. Когда на совещание, когда муниципалитеты не так деньги заплатили, муниципалитеты не то место определили. Почему дети в школу не пошли? Потому что глава муниципального района там не пошел, не поговорил с его родителями. Почему дети отравились? Потому что глава администрации района это не сделал. Почему любой вопрос, почему ребенок утонул? Потому что глава администрации не доглядел. Ну, муниципалитет, грубо говоря, будем не доглядеть. Задача такая, что основная задача наших служб у нас получается перекладывать ответственность на другое лицо. Хотя вопрос этим не решается. Военком приходит, постоянно кричит, там в муниципалитете не работает, милиция не работает, следственный комитет не работает, эти не работают. Спрашиваешь у глав сельских администраций, сколько раз приезжал военком или там начальник отдела военкомата национального пункта, сколько раз проводил беседу, ноль, ни разу не приходил. Сколько работы сделал работник ВУЗа, ничего не делает. Сколько материалов передали в следственный комитет? 8 материалов передали или 16 материалов передали. Сколько материалов передали в райотдел? Практически ничего не передали. Хотел сегодня, чтобы был, конечно, Шамил Садулаевич, чтобы он рассказал, что нужно сделать, как нужно сделать. Почему? Потому что один призыв, если мы с горем пополам, то с минусом 8 человек закончили, еще следующий призыв будет через 2 месяца. Следующий призыв будет еще жестче. Мы видим, какая ситуация, какая обстановка у нас со спецоперацией на Украине. Практически принимаются добровольцы. Никакой работы у нас в районе не делается. Сколько было добровольцев ушло с района? Один доброволец ушел. Когда это через нас, которые, а есть, которые через Украину, через Чечню, там откуда дойдут, есть, да, через Узар один человек пошел. Потому что они не знают, что есть заработная плата, что людям оплачивается, все вопросы решаются, социальные вопросы решаются. Можно контракт заключить от 1 месяца до 3 месяцев. Зарплату можно получить там, от 150 тысяч минимальную до 300 тысяч рублей. Практически никакой работы среди населения в этом направлении не делается. Это же наша безопасность. Пожалуйста, Баху, какая ситуация с проводимой работой с призывной комиссией? В связи со сложившейся ситуацией в стране, да, ребята боятся, еще больше боятся родители. Очень тяжелая обстановка. В основном молодежь находится за пределами сельских администраций. Военный комиссар ездил по сельским администрациям, проводил беседы. Там людей было мало очень. Поэтому наряд на призыв по району выполнен только на 84%. Вызывалось на комиссию 1077 призывников, явка составила всего 30%. Особенно сложная обстановка по призыву в таких сельских администрациях, как Хунзах, Оркачи, Твайлух, Амишта, Амуши, Ахалчи, Гацаки, Харахи, где явка призывников на комиссию составила менее 40%. 100% явку обеспечила только сельская администрация селения Гацалух. Но на самом деле работники ВУЗ, которые выполняют работу по призыву, воинскому учету, они очень безответственно относятся к своей работе, особенно в таких сельских администрациях, как Оркачи, Очло, Цада, Шутуда, Твайлух. Хотелось бы отметить, что
И главы администрации принимают в ней очень активное участие в процессе призыва. Но военный комиссариат в силу загруженности не имеет такой возможности, чтобы все работники ездили по селам, потому что у нас очень много и другой работы в связи с этими спецоперациями, там, документацией. Поэтому прилагаем все усилия для выполнения поставленных задач, но очень сложно. Сколько представлений на работников ВОЗ, глава администрации написал военкомат? Пока ни одного. А кто знает, какую работу выполняют работники ВОЗ? Они же вашу работу выполняют? Да, у нас... Выполнили они это, не выполнили они это. Почему вы не представлены не пишете? У нас бывают ежегодные проверки в администрациях. После проверки будут... Пока вы сейчас начнете проверки проводить, мы и осенние призы тоже проводим. Сколько человек за выполнение призыва наказано в Гузалском районе? Сколько дел у вас было? В Федеральной службе безопасности передано 116 призывников в список. В райотдел полиции тоже переданы списки, и следственный отдел переданы списки. Свою работу хочет на нас переложить, Следственный комитет. У нас есть те полномочия, которые мы можем. За него вот он здесь пишет письмо, если я скинул чтобы я там опросил кого-то, что-то. Свои обязанности и обязанности других структур надо знать там. Мы не только с Хунзарским сталкиваемся, у нас 4 района по призывникам. Мы сами у них просили представить материал в отношении этих уклонистов. Это предусмотрена уголовная ответственность. Но там есть такой порядок, там, допустим, и судебная практика, где требуют хотя бы 2 повестки, да, чтобы лично было вручено этому парню, да, там, уклонисту. Мы это неоднократно еще за полгода назад, в том числе и Шамилю тоже об этом говорили, и остальным. То есть там приносят нам материал для согласования, там где кому-то отдали там расписаться, что-то как-то. Но это не то, что даже там состава преступления. Это понятно, если человек говорит, что прячется от вручения повестки, тогда что делать? Для этого есть у них же предусмотренный порядок, там совместный приказ, я знаю, есть между военным комиссариатом и полицией, да, МВД. Там есть с администрацией, я это еще не изучил, но сейчас изучу, да. Но это мы там вообще в этом не ходим. То есть, как я понял, позиция военных комиссариев не только здесь в Хунзарском районе, там по другим. По Кляротинскому району, например, мы вас будили, там представили материал, 2 повестки, врученные именно этому уклонисту. Мы возбудили уголовное дело, тут ее в суд направляем. Об этом не раз было сказано, представляете, в нормально оформленном виде. К нам от военкомата, военного комиссариата поступали списки, по каждому списку мы давали сведения. В этих списках были граждане, эти ребята, которые проживают прямо в администрации, по соседству даже с теми людьми, которые этим должны заниматься. Эти списки им говорим, не представляете, которые непосредственно где-то скрываются, где-то находятся, которые невозможно установить вашими силами, где они находятся и где проживают. По этим спискам мы каждого установили, по адресу их проживания им представили. А именно для того, чтобы материалы собрать и целенаправленно такие списки, этот уклонист, в отношении этого необходимый материал собрать, такого не было. И понимания и взаимоотношений таких не было. Непосредственно списки, которые мы получали, мы давали сведения, где кто находится, и много кого нашими силами мы обеспечили военкомат. А там дальше как было, кому отсрочка, это все мы не отслеживали, ввиду того, что у нас и очень много другой работы. В плане этого и каждую сельскую администрацию сельского поселения с Шамилем Садулаевичем выезжали, с каждым разговаривали, эту работу проводили. Но если уже хотим конкретно эту работу проводить, необходимо именно тех лиц взять в отношении, собирать материалы и представить комитет.
конкретно вот. А в дальнейшем, то, что они пришли, не пришли, они нам тоже не сообщали. И всю работу только этим заниматься тоже же у нас тоже времени не хватает. Вообще опасения и родителей, и призывников, ну напрасно, но все же знают, что призывников, молодых, кто призывается сейчас, их не отправляют в горячие точки. В зону проведения специальной военной операции их не отправляют. Поэтому чем это опасение вызвано, непонятно. Да, были первоначально какие-то ошибки, эти ошибки тоже исправили. Практически на сегодняшний день нет таких фактов. Но и в то же время призывники и их родители должны знать о том, что ни правоохранительные органы, ни на государственную службу на сегодняшний день без прохождения срочной военной службы никого не допускают. Есть такие жесткие установки. Надо просто это довести до них. И работа должна быть конкретная, предметная со стороны глав сельских поселений, в составе сельских администраций, работники ВУСов находятся, в тесном взаимодействии, военный комиссариат должен быть, где силовая поддержка нужна, есть отдел полиции, который всегда помощь окажет. Мне кажется, беспредметен просто этот разговор даже, если целенаправленно будет работа проводиться. Не проводим мероприятия в отношении тех лиц, которые получили отсрочку. Из 300 человек, неужели 50 человек у нас не было способных служить в армии? Вы же, военкомандом сегодня нет Шамиля, вы же ему даете военный билет, когда 27 лет исполняется. Тем людям, которые 8 лет ни один день не пришли на комиссию, выдают военный билет. Всем выдают. Выдают тем, кто незаконно получили отсрочку. Это редкое исключение, справку дают. Очень редкое исключение, справку дают. Всем выдают военные. Я же знаю это все. Поэтому, зная это все, зная то, что в конце концов 27 лет там могу пойти там купить военный билет, зачем ему пойти в армию служить? Когда он может пойти сегодня в больницу, сказать, что у него там язва желудка или там еще что-то, отсрочка от армии получает, зачем ему пойти в армию служить? Эти же все факты надо проверять. Я же тогда тоже говорил военному комиссару, у вас целый отдел, когда говорят, что у глав муниципальных образований работы нет, а что у муниципальных глав сельских поселений мало работает? А что этот участковый, который сидит целыми днями в пункте участковом вместе с работником военного учетного стола, 10 повесток раздавать по населенному пункту, большая проблема для них вместе идти? Я не думаю, что это большая проблема. Это один день из 3 месяцев. Один раз вручили повестку, да, эту женщину ВУСа, может, этот человек не признает. Когда он с участковым придет, он же примет эту повестку. А что вместе эту работу нельзя организовать? Большая проблема. Это военный учетный стол, который на целый год получает хотя бы минимальную зарплату, но целый год они получают. Что в течение 6 месяцев 10 человек повестку подготовить они не могут. Определить, где они живут, не могут. Очень даже хорошо могут. Это безответственная работа, неорганизованная работа военного комиссара и комиссариата военного. Абсолютно безответственная работа начальника отдела по призыву. Абсолютно безответственная работа. И вот такое представление сейчас напишу на военного комиссара республики. 10 раз сюда пришел, начиная с на глав сельской администрации требует призыв. Когда целый год у этого военного комиссара там сидит военный учетный стол. С каждого населенного пункта 20 человек повесток. По 20 человек максимально в Хунзарском населенном пункте 80 человек, по остальным по 10-15 человек. У кого по 3 человека. Вот эту проблему вытащить на такое совещание стыдно должно было быть. И сколько раз мы это все вопросы поднимаем. Который раз уже поднимаем эти вопросы. Дайте мне представление на тех работников военно-учетных столов, которые не работают, и дальше я с вами тоже представление напишу. Есть вопросы по призыву Азатали Зандиновича? Занимаются призывом, не можем 50 человек в армию отправлять. Стыдно должно быть из 2000 человек, что 50 человек мы не смогли отправить в армию. Конечно, может быть, это связано с тем, что родители с какой-то опаской относятся, да? За безопасность детей и так далее. Но вообще какая работа проводится? Вот сколько статей вы дали для опубликования Росстахмачей? Сколько роликов размещали в соцсетях с разъяснением для
населения. Почему нельзя хотя бы раз в месяц видишь из какой-то статьи, какая зарплата, где они будут и так далее, тому подобное, со всеми мерами социальной поддержки, где будут указаны. Почему нельзя выпускать такую статью? Хотя бы раз в месяц. Вы пришли в военный комиссариат. 40 человек только ушли в армию. А где остальные 260 человек? Что они больные? Или какие-то... И при том, весь контингент, который отправили в армию, водители. 40 человек было водителей, мы отправляли в армию. 80%. Не смогли отправить. Ни на какую-то службу, там, строевую службу. Элементарно водителей мы отправлять в армию не могут. А потом все хотят идти работать. И в милицию хотят, и в полицию хотят, и в администрацию хотят все пойти работать. Поэтому Азат Зайнтинович, завтра, что у меня план мероприятий, подготовьте, если они не могут, будем в ручном режиме управлять военным комиссариатом. Масурова я встречал, Руслана. А что, он из другого теста сделан, что? Он же наш земляк. Почему его не показываете каждый день по телевизору? Мы ему встречу организовали, мы его там главы республики отправили, на награждение сделали главу республики этому человеку. А почему? 34 года ему. Командир, лучший командир батальона России. Лучший командир батальона России. А что, он другой, что ли? С ними тоже служат наши ребята. Почему его не показывают? Почему других героев, которые у нас есть, их почему не показывают? Ну что, мало ребят, которые служат, что ли? 400 человек с нашего района сейчас служат на Украине. А почему их никто не показывает? Почему их не ставите в пример? Никому. Почему это мы должны ждать до декабря, когда призыв заканчивается, до последнего дня? 10 раз говорил я военкому, как у нас призыв? Да, мы выполним. И в конце концов опозорились. 84%. Наблюдайте по одному селу, по одному населенному пункту, по одному делу возбудите, и все пройдет нормально, все будет хорошо. Ну а то, что мы много разговариваем, и каждый человек ссылается не так материал. Давайте один материал совместно приготовим. Я пойду с вами один раз материал готовить. Да мы просим, с марта месяца мы просим, дайте нам... Я же об этом здесь на совещании тоже ему сказал, когда наверху на совещании тоже сказал, я говорю, слушай, дайте хоть один материал законно подготовленный. Неужели у нас нет материала, который 2 повестки вручили? Нет. Ну если об этом, если их нету, о каком призыве мы будем говорить? Безопасность. Вообще безопасность, о какой-то туристической безопасности, как мы можем говорить, когда о государственной безопасности мы не можем решить вопрос. О безопасности государства не можем вопрос решить. Туристическая безопасность, она на сегодня она так вышла, что актуальна. Не только в Кунзалском, да, в Кунзалском районе шум подняли, до этого в Шамильском районе машина падала, до этого в Гунецком районе машина падала, погибали люди. После этого 2 катера столкнулись на Сулавском каньоне. До этого 2 молодых ребят утонули на Сулавском каньоне. Это все происходит не потому, что вот я ролик показал, все знают про эту ситуацию, что туристы приезжают, что туристы входят, но ходить вокруг каждого туриста и говорить ему, чтобы он к краю не подходил или там что-то не сделал, этого мы не можем. Никто этого не может. Вот элементарный пример, мы когда посмотрели, видео снимали, видели, что прямо к краю они идут фотографироваться, или там на мат-классе под водопад лезут, откуда можно подскользнуться, уйти, и никто их не спасет. Но они же за этим сюда пришли. Они же приходят сюда за экстримом. Если мы начнем сейчас огораживать все туристически привлекательные места, ничего мы не сможем сделать. И этих туристов тоже не будет. А туристы это хоть никакой заработок для жителей района. Вы же видели, как торговля идет на каждой точке. Хотя это все нужно обезопасить. К этому мы должны прийти. Машина упала, несчастный случай, да. Я понимаю, огородили это место, откуда машина упала. Но вот этот въезд Шамиль, который заворачивает машины туда надо поставить блок. Туда заезжает каждая машина, которая приезжает сюда, которая ставит на навигатор водопад Кунзал, их сворачивают туда.
По кирпичу ехать надо. Зачем кирпич? Кирпич стоит, знак стоит, они все равно ездят. 10 лет блок. Если у вас нету, мы поставим блок. Да, я почему это говорю, то место, где эти туристы упали, это не место, куда туристы должны были приезжать. Это не смотровая площадка, это не туристическая точка. Туда просто навигатор в наглую этих людей привез. Точно так же, как везут эти навигаторы туда с Танусинской стороны, туда наверх, которые возят. Навигаторы. Этих людей же мы останавливать не можем, мы же перекапывать все дороги не можем. И навигатор запретить тоже мы не можем. Сейчас нам в первую очередь надо места посещения туристов именно блоками. Места посещения туристов мы сделали, и смотровую площадку мы сделали, и матрасскую сторону мы сделали, все сделали, закрыли все, что машины туда не ездят. Но от того, что машины туда не ездят, я же вам показал, я стоял перед оператором, почему-то он ее не показал, женщина вышла за забор и села туда на край. Я ему говорю, оператору, сними ее, покажи людям, что нужно сделать. Прямо впереди забор, за забор вышла и села туда. Мне показали ее. Показали? Вот, пожалуйста. О чем можно говорить? О какой безопасности можно говорить? О том, что мы туда поставим знак, что осторожно, там, обрыв или там какое-то что-то сделаем. Это же не означает, что мы создаем условия безопасности для туристов. Невозможно этого всего делать. Я поэтому и ролик этот снял. Показать, что вот видели на Лучевском озере. Катаются на катамаранах. Я говорю участковому, слушай, ты же видишь, они купаются. Ну, он говорит, я же предписание дал этому хозяину катамарана. И все, предписание дал. А если человек утонет? Это же не спасет этого человека. Надо же его заставить, слушай, ты катамаран здесь поставил? Есть регистрация налогов? Нету. Есть у тебя этот... Ни одного человека нет, которому мы к ответственности не привлекли. Это мы даем предостережение. И по неисполнению этих предостережений тоже привлекаем к ответственности. Надо, Шамиль, вот таких людей надо... Нет, людей надо туда. Потому что если он туда поставил катамарану, у него должен быть спасатель. Если спасателя нет, на 47 гектарах воды никто их не спасет. Там же вода холодная, 10-12 градусов температура бывает воды. Если судорога случится, никто его не спасет. 6 человек уже утонули на этом озере. Мучев. Я не сторонник того, чтобы всех предпринимателей прогоняли. Я сторонник того, чтобы всех предпринимателей привели в законное русло. Законное русло. Мы для этого, вот все думают, для чего туризм развивается. Туризм это бизнес. Туризм это работа для жителей. Больше 100 гостевых домов только в Хунзахе. Вы посмотрите, сколько гостевых домов, сколько человек ночует у нас дома. Позвоните любому адресу, по-любому на сайте видите, напишите гостевой дом Хунзах, там 100 гостевых домов выйдут у вас. И позвоните каждому, спросите, сколько они берут за ночь. От 1000 до 1500 рублей. И спать места нет у нас. Это только в Хунзахе, по всему району. Это же бизнес, мы же для этого это все делаем. Но с другой стороны, и безопасность надо организовать. Шамай, пожалуйста. 22 июня 2022 года в муниципалитете в результате несчастного случая скончалась семья из Оренбургской области. Автомобиль семьи упал в Цуриклинский каньон со стороны населенного пункта Хунзах. Место, откуда опрокинулась машина с туристами, не является местностью, относящейся к смотровой площадке. Официальная смотровая площадка находится примерно в 200 метрах от места происшествия. На территории смотровой площадки установлены ограждения и предупреждающие знаки. По плану для обеспечения безопасности на территории муниципалитета еще в 2021 году установлены предупреждающие знаки. Они установлены на территории смотровой площадки со стороны населенных пунктов Арани и Итля, местности Матлас, у Мучевского озера и на территории Гацетлинского ГЭС. 18 июля 2022 года подписано соглашение с Минтуризмом о представлении субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального района Хунзахский район. Реализация проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма. На эти средства предусмотрено строительство ограждения в 600 метров со стороны населенных пунктов Арани и Итля. Также строительство придорожных санузлов. Разработанная проектно-сметная документация для дальнейшего осуществления закупочных процедур выставлена на сайте госзакупок. 12 июля после получения представления с ОМВД России по Хунзахскому району и по поручению главы муниципального района
Хунзахский район, был организован очередной обход объектов туристического показа. Со стороны населенных пунктов Арани и Тля, где были выявлены объекты экстремального аттракциона роуп-джампинг, а также где наблюдается большое скопление туристов, с учетом повышенного риска возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, было направлено письмо ОМВД России по Хунзахскому району и другим правоохранительным органам с просьбой организовать проверку на законность нахождения и функционирования указанных объектов. 25 июля также после обхода была выявлена смотровая площадка у гостиницы «Тобот» без разрешительных документов. Также лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью вдоль каньона, были предупреждены, чтобы установили ограждения и предупреждающие знаки. ОМВД России по Хунзахскому району было направлено письмо с просьбой организовать проверку на законность нахождения и функционирования объектов туристической инфраструктуры на предмет наличия у них разрешительной документации. После того, как произошел несчастный случай, были установлены дополнительные предупреждающие знаки в частном секторе вдоль обрыва. Также бетонными блоками был закрыт доступ к обрыву со стороны гостиницы «Тобот» и смотровой площадки. На стадии завершения также находятся предупреждающие знаки в количестве 45 штук, которые будут установлены в течение 10 дней дополнительно к имеющимся. Администрация муниципального района делает все возможное для обеспечения безопасности туристов по мере возможности, но остается человеческий фактор, который не несет ответственность за свои действия. Добавлю, что у данных лиц имеются все документы на занятие этой деятельностью, сертификаты, свидетельства соответствующие у них имеются. Единственное, они в налоговой инспекции зарегистрированы, поставлены на учет, у них единственное не имеется разрешение договора в виде договора с администрацией Хунзахским районом. И пока этого договора у них не будет, они там функционировать, свою деятельность не имеют права и не будут функционировать. В этом случае им тоже вручены и представления, и предостережения. В случае выявления повторного занятия этой деятельностью, они тоже будут включены к ответственности. На тот день, когда эта авария случилась, они тоже не функционировали, их там и не было. Мы их пригласили для того, чтобы уже нам помочь в оказании помощи, чтобы поднять эту семью наверх. И части касаемо, я добавлю, сейчас ситуация такая, туризм развивается, вопросов много, в плане безопасности тоже. И вопрос первый, готовы ли мы их принимать, и понятно, что инфраструктура, сооружение, коммуникации, это все со временем все необходимо будет делать. Но этот вопрос, готовы ли мы их принимать и готовы ли мы им обеспечить безопасность, этот вопрос надо поставить на первую очередь. В случае по поводу безопасности, когда в прошлом году упал гид именно с этого обрыва, и когда человек погиб, с того дня тогда меня не было в этом, я тогда на своей должности не был, но это был сигнал для нас, для того, чтобы мы уже принимали меры именно в плане безопасности. Любые меры, можно любые мероприятия отменить, развлекательные какие-то, спортивные, что-то, но в первую очередь, что это? Безопасность. Жизнь человека ни на что не променяешь. Поэтому нам сейчас в рамках взаимодействия необходимо совместно принимать эти меры по обеспечению безопасности наших гостей, наших жителей и необходимые сооружения какие необходимо делать. По поводу этого уже вопрос на стадии реализации, это все мы услышали, это, конечно, радует. И скажу, что сейчас другие районы принимают меры именно в плане безопасности, которые по мере возможности засыпки делают, именно засыпки в тех местах, которые наиболее опасны для транспортного движения, для других ситуаций. Согласованно в рамках взаимодействия, сейчас не обвиняя кого-то друг друга, это все мы должны эту работу сейчас провести и до логического конца довести эту работу. Предложение, что нам нужно отказаться от всего, что мы делаем, и провести мероприятия для безопасности туристов. А что мы можем сделать? Вы перековали Итля
почти километр. А люди пошли дальше, встали на обрыв, и на обрыве стали. Дальше надо еще копать. Дальше надо 12 километров, чтобы эти люди на край не прошли. Я же вам пример привожу. Не просто так я вам видео показываю, а то, что мы поставили ограждение, забор с этими трассами, со всеми делами. Женщина вышла и села за забором. Что мы, вот оно упадет, кто будет виноват? Если забор будет уже сооружен, тогда уже вопросы... Шамиль, 12 километров забора мы можем... Места посещения... Вот, места посещения туристов, мы же говорим, вот это место, когда Абдулмуслим Мухаддинович приехал в эту пещеру, где козы ходят, по козьим тропам пошли люди, это места посещения туристов? Нет, конечно. Вот, это мы согласовываем сейчас и с хозяевами этих участков. Нет, я понимаю, мы же здесь мы согласуем с хозяевами, а дальше что делать? Давайте мы лучше всего поставим шлагбаум на въезде в район и не будем пускать этих туристов. Нужно, очень много работы нужно делать. Когда туристы идут организованные группами, с ними можно работать, а вот когда туристы идут неорганизованные, как вот эта покойная семья, которая приехала, 2 машины не ехали. 2 машины ехали друг за другом. Одна поехала туда, другая поехала туда, куда можно поехать. И получается, что мы не создали условия какие-то, чтобы эта машина туда не поехала. А другому же мы создали условия, другой машине. Или те люди, которые зимой ездят туда на гору Тамосинск или туда, это же мы же не создаем для них такие условия. Это то малая часть с точки зрения безопасности, о чем мы сегодня говорим. Я начал с того, что у нас более 100 гостевых домов. Кто в этих гостевых домах работает? Кто обеспечивает этих людей питанием? Кто обеспечивает этих людей? Кто им готовит еду? Где у них есть санитарное состояние? Проходят ли они медицинское или каждый квартал, который должны проходить люди, которые занимаются? Есть ли у них какие-то разрешения на это проведение этих мероприятий? Вообще, кто они такие? Может, они наркоманы в большинстве из них? Завтра кто-нибудь из них задушит какого-нибудь посетителя, и мы опять будем виноваты. Мы опять скажем, что мы этих людей не знали. Занятие предпринимательской деятельностью, Шамиль, это основная задача. Если туризм развиваем, мы развиваем ее, чтобы люди доход получили. Люди должны, и катамараны должны стоять, и люди должны прыгать. Но вот этот джампинг, который прыгает, я 100% знаю, что у них есть разрешение прыгать. Но у них нет разрешения, чтобы другой человек, чтобы они пускали. Такого разрешения у них нет. Если есть, тогда мы посмотрим. Мы же когда в прошлом году по этому зиплайну, когда смотрели, мы смотрели, что это лицензируемый вид деятельности. Вот этот джампинг, он лицензируемый вид деятельности. У них лицензия должна быть, чтобы это Джампинг нет. Да. И зиплайн тоже нет. Нет, зиплайн нет. Зиплайн он идет как воздушный переход. Он не лицензируется. У них должны быть определенные документы, которые, раз они людей пускают, значит у них должны быть какие-то инструктажи, какие-то документы должны быть. Свидетельства должны быть, что они какое-то обучение прошли. А эти, которые прыгают, у них лицензия должна быть. У них и оборудование должно быть. Насчет этого джампинга. Соответствующие документы у них имеются. Единственное, у них нет договора. И если чуть с точки зрения туризма посмотреть, у нас здесь, от того, что они здесь у нас работать будут, я этих людей знать не знаю, и я этих людей работать не даю, этим не решаю. Но если они здесь будут, это будут привлекать туристов. Если мы нужны туристы, но нам что нужно? Если надо определиться, нужны туристы или нет. Если нужны туристы, как положено, они должны заключать договор с администрацией. Администрация должна получать какую-то часть прибыли для того, чтобы в последующем использовать развитие своего района. И прежде чем они будут работать, они должны такое сооружение сделать, которое будет отвечать требованиям безопасности. Это условие только мы согласны, должны быть согласны. Шамиль, в прошлом году, когда сюда приехал комитет по защите культурного наследия, эти люди сказали, уберите вот то, что он сделал. Потому что это зона, которая не имеет права построить там капитальный объект. Он взял, зацементировал, это все сделал. Нам была поставлена задача, чтобы мы ее убрали. И единственное, я добавлю, вот, например, прежде чем их установить, какая-то экспертиза обязательно, наверное, должна быть, потому что где это устанавливается, они будут держать людей, которые прыгают. Какая-то определенная или экспертиза специалиста Министерства природных ресурсов или кого-то обязательно должна быть,
чтобы было заключение, что это их сооружение будет выдерживать, Я камень думаю, будет выдерживать. что не природный результат, а строительную экспертизу он должен брать. И также имеет Какую-то экспертизу. Технадзор. я думаю, что техническую строительную экспертизу он должен брать. Эти все документы будут. Это Шамиль, другой, вы говорите о том, что они на налоговом учете состоят. Вот раньше было, предприниматель должен был платить налоги по каждому месту осуществления предпринимательской деятельности. Сейчас такого нет. Он может где-то в Москве быть зарегистрированным, здесь в Дагестане предпринимательскую деятельность осуществлять, но реально же никто не отслеживает, платят ли они там налоги. Ну, по большому счету, нас не очень, наверное, волнует то, что куда-то что-то они платят. В чем я сильно сомневаюсь, что они платят тоже, по крайней мере, полноценно. Ну, при предоставлении этого земельного участка, а земельные участки тоже, по-моему, они официально там не предоставлены, что-то опасался Хизри, никак не мог предоставить, хотя, я знаю, подходили там московская группа, 50 тысяч в месяц готовы были платить. И я говорил Хизри тоже тогда, ну а почему вы выпускаете деньги? Вот на эти вы жалуетесь об отсутствии денег. Конкретно на вырученные деньги могли бы какие-то работы выполнить в селе. Вот в этой части какое-то решение было собрания сельского о том, что в одном случае по одному и тому же решению пишут они дать разрешение на предоставление участка, потом где-то сфальсифицировали, в другом отказать в предоставлении этого земельного участка. Я не знаю, в какой стадии, в каком состоянии вот этот документ. Вообще официально предоставлена земля? Нет, предоставлена. Ну, если так муниципалитет, сельское поселение опасается, ну, там можно оговорить. Мы предоставляем, но с условием соблюдения всех мер безопасности. Всех мер безопасности, соблюдения всех правил занятия предпринимательской деятельности. Ну, а зачем упускать эти деньги? Вот, эти деньги мы будем конкретно видеть, что они в муниципалитет будут поступать. Пусть определенную, значительную, существенную плату сделают. Когда, Рамазан Иванович, когда приезжали с агентства по защите по культурному наследию, когда они сделали замечание по этому балкону, который они сделали, он сказал, я не могу дать разрешение, потому что если он дает разрешение заняться предпринимательской деятельностью, он должен дать разрешение на строительство этого объекта. А объект строительства, сказали, категорически запрещено сделать капитальное строительство на этом участке. Поэтому же мы сделали временный забор. Не капитальный забор, но забор будет тоже трассовой, трехъярусный с трассой. Потому что там капитальное строительство невозможно сделать. И каждый участок, даже зеленку сделать до края мы не могли, 50 квадратных сантиметров. Мы сделали под каждый стол, зеленку сделали отдельно. На каждый стол. 300 столбов, 300 зеленок отдельно. На 150 квадратных метров. Но будет ли это сооружение капитальное тоже, там вопрос. Оно же и съемное, прочее, капитальное. Нет, оно не съемное, оно будет 40 сантиметров в скале, метр высотой, труба металлическая, не профиль, и 3 яруса трассы. Нет, я говорю, вот это площадка, с которой прыжки совершают. Это да, потому что бетонировано. Нет, бетонировано, они сделали там все как это. Ну, как то же самое и на той стороне. Но мы почему-то говорим о той трубе, которая длинит на поверхности. Да? Вот человек упал, он на машине приехал, человек пришел, подскользнулся, упал. О тех опасностях, которые ждут этих туристов в местах приема пищи, местах отдыха. Мы об этом почему-то забываем всегда думать, задумываться. И о пожарной безопасности, о какой-то мы забываем. А Роспотребнадзор, насколько они, например, мы в школах кормим детей, на 3 дня мы оставляем еду, на всякий случай, если кто-то отравится в холодильнике. А эти люди, если отравятся, сейчас сезон арбузов, сезон каких-то непонятных вещей. Каждый человек, где попало, покупает продукты питания. Чем они этих людей кормят, как они этих людей кормят, есть ли у них какие-то условия санитарные, есть ли у них там туалет, есть ли у них там место помыть руки, что они делают и как они это все делают. Эти все вопросы, я думаю, что в том числе и пожарная безопасность. Про пожарную безопасность отдельно хотел сказать. Единственный район в республике, да, который в 100% объекте образовательного учреждения
установлена пожарная сигнализация. 100%. 100% обеспечены тревожными кнопками, 100% учреждения обеспечены телефонами, 100% учреждения обеспечены этим металлоискателем. Умудряются написать протокол на ту школу, которая будет снесена в следующем году, о том, что пожарная сигнализация напрямую не выведена на пульт управления. Хотя 20 объектов уже мы сделали из 80, а 80 объектов проводить мы не можем, физически мы не сможем это сделать. И ни один район в республике такого не сделал еще. А мы этого делаем уже 20 объектов, 2 садика, 18 школ уже мы сделали, взяли на Лучевскую школу, которая в следующем году будет разрушена, написали акт и поставили штраф 300 тысяч рублей. Хотя за эти 300 тысяч рублей мы в следующем году могли бы еще 10-15 школ вывести на пожарную сигнализацию. Или 80 объектов образовательного учреждения. Сейчас пишут письма, что мы поставили комнату для охраны. Потратить 1 миллион рублей на те школы, которые 3 детей учатся, 5 детей учатся, 10 человек учатся, и сделать там пожарную комнату для охранника, комнату для камер, наверное, это не совсем целесообразно. И посмотреть, как Шамиль Магомедович говорил, лучше эти средства пустить на безопасность, реальную безопасность. Гостевых домов тоже. У нас имеются списки этих гостевых домов. Ежедневно составляем протокола. На сегодняшний день 96 протоколов составлено по статье 14.1. Это незаконная деятельность без постановки на налоговый учет. В этой части работа проводится, и чуть-чуть надо активизировать работу в плане того, что вы говорили, и санитарное состояние, и пожарная безопасность. Тем более у нас был вопиющий факт в Атласе, когда, сами прекрасно помним, это можно было избежать, если пожарная безопасность была бы соблюдена. Мы же в прошлый раз, когда здесь совещание проводили, создали группу и сказали еженедельно ходить. Так же Хазри был? Но Хазри не ходит, он к нам на совещание. Им это не нужно. Но почему-то на школы, садики пишут акты, а вот на гостевые дома писать акты у нас не принято. Почему? Отсюда гостевые дома и гостиницы, объекты туризма, они что, включить их в план, они должны состоять на налоговом учете. Мы не можем их включить в план. А вот так выйти, вот так и составить на них материал, это не законно. Или надо как бы согласоваться. Мы же комиссию создаем. Мы же выявляем комиссионную. Мы не имеем права составить на них материал. А что отправится там? Но это будет не плановая проверка, согласованная с органом прокуратуры. Пишут налоги и все. И по обращению же можете. По обращению можем. Мы же обращаемся. В судебном порядке можно при остановлении деятельности вопрос тоже ставить. Если не зарегистрировано в налоговом органе, если другие разрешительные документы не получены, деятельность может быть просто-напросто приостановлена. Даже при повторном выявлении мы материалы будем уже направлять к вам, чтобы приостановить деятельность. Прокуратура реагирует. Точно такой же вопрос у нас стоит и по всем коммерческим объектам. Сколько коммерческих объектов Кивета у нас имеют разрешение? Из 200 у нас имеют 37 объектов. 7 объектов. Разрешение на все. Остальные все 280 объектов незаконно построены. Там на Атласу смотрю, там парень без соответствующего костюма прыгает, там руками размахивает, мы это все снимаем на видео. То есть мне кажется, вот кто ответственен за вот этот туризм, он должен знать положение вообще об этом джампинге, об этом. То есть вот даже на видео видно, что он в нарушении всех установленных норм прыгает. То есть он должен здесь специальный костюм, там, только после этого прыгать, а он без этого костюма, без этого всего прыгает. А потом вот части того, что, допустим, вот я каждый день вижу перед моими этими, как там люди прыгают с этого в тобот. То есть вроде бы прыгают каждый день, а вроде бы документов тоже нету. Тоже ситуация непонятна. Мне кажется, как лебедь, рак и щука, то есть каждый тянет, а вот толку нету. Почему? Потому что я сам был несколько раз свидетелем, там дети, семья приезжает, ребенок там, родители фотографируются, ребенок просто побежит, но он уже не остановится. Там какая-то ограда должна быть там, по-любому, мне кажется, все равно вот зацепиться, что. Еще вот
в части того, вот по Мачоху, вот, что мы расследовали вот, дело по Шамильскому району, рафтинг. То есть я вот углубился в эту тему. Там вообще, когда на водном объекте, там это вообще лицензируемая вид деятельности. То есть там должен соответствующая быть площадка, соответствующие какие-то нормам и правилам у нас соответствует, как там же люди купаются, как я понял. Раз купаются, это как пляж. К пляжу есть определенные требования. Спасательная служба. Спасательная служба, там какие-то ограждения должны быть, там какие-то услуги представлены. И основным там документом является выделение земли. То есть вот, я тоже не сторонник того, чтобы закрывать, так вот начальник отдела говорит, надо помочь им, ну, из администрации, если от нас нужна какая-то, вот, то есть, чтобы эта деятельность была регламентирована чем-то, чтобы с кого не было. Сейчас мы по расследуемым делам, земля не выдается, вроде службы какие-то работают, письма друг другу пишут, а вот ответственного тяжело найти как бы за это. Ответственно, как я понял, Шамай, да, у нас сейчас, я как понял. Да, специалист есть, она начальник отдела. Да, то есть она должна, если она спектр, она должна быть на нее возложена это приказом, она должна знать положение там каждого, допустим, по тому же джампингу, какие у них должны быть документы. Там, если это зиплайн, то по зиплайну выезжать должна, какие-то совместные составлять там протокола вместе с Роспотребнадзором, обращаться к ним, к этим. Не выдать эту землю, а тоже выдать и требовать уже с этих как бы с индивидуальных предпринимателей. Но тоже возникает вопрос, то есть 50 тысяч они готовы давать, администрация не хочет выдавать села, и соответственно все равно они работают, получается. Да, возникают какие-то вопросы там. Выданные земли, у нас все палка о двух концах. Выделили земельный участок под смотровую площадку, поставили очень хороший контейнер, все, кофе можно было попить. Туалет идеальный был, вот, который сейчас не хватает, даже не туалет, а это был сервисный центр. Да, внутри помещения хорошее, можно было там приходить, какие-то справочные центры, то есть справочный центр можно было сделать. Вот, одним решением суда все аннулировано. У нас суд, когда он против администрации должен работать, хорошо, четко работает. Нет, чтобы сохранить этот участок под туристической рекреационной зоной, наоборот, занять сторону администрации, отдать людям, заниматься предпринимательской деятельностью, отдать людям так не хватающий туалет в Музалском районе, который стоит 2,5 миллиона рублей, антисептические свои там свойства, которые сами хотели убирать, 2 рабочих места там Министерство туризма обеспечивало нам. Мы вот одним росчерком пера запретили это все. Поэтому... Почему это так складывается? Потому что есть протоколы Совбеза главы республики, есть закон о муниципальном земельном контроле Республики Дагестан, есть представление прокуратуры с 2018 года о невыполнении этих требований. Это почему так складывается? Потому что у простых людей денег нет. А вот это вот работники, служащие погранотряда, пенсионеры из погранотрядов, там все служащие полиции и так далее, вот эти люди занимаются очень вот этим нарушением. И неоднократно были написаны письма в райотдел полиции, письма, копии здесь есть у меня, в целях исполнения требований протокола заседания, пункт 7.10 протокола заседания Совета Безопасности об угрозах экономической безопасности, обусловленной самовольными постройками. Там дата, номер есть, ваш адрес. Дважды были направлены письма об усилении работы участковых уполномоченных по выявлению и пресечению самовольного строительства на ранней стадии в нашем районе, обеспечение эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления. На сегодняшний день активных действий, как мы сами видим, нету таких действий. И
есть законно построенных коммерческих объектов всего лишь, вот назову фамилию, их немного, Махмудов Нурамагомед, вот оттуда начиная, вот такие маленькие магазины, Гимбату Гаджи, аптека вот здесь вот, Магомед Хозмаг вот здесь вот, остановка аптека Идрис, вот это вот Варани, магазин Дибирчуева, Престиж, по-моему, магазин Золото рядом с ними, магазин Раджаб, этот Гардель Раджаб, на углу рядом с милицией. Вот остальные все объекты незаконные. Шамиль Магомедович сказал, предпринимательская деятельность есть у этих... Нет, вот это гостевый дом, дома. Это одна предпринимательская деятельность, регистрация, это не хватит им. Им надо будет там, если они на территории индивидуального жилья, они построили дом, этот, своей гостиницы, там 5 налогов они должны платить. 5 налогов. Один общий за эту территорию должен быть регистрация, второй на свой дом, третий вот этот гостиничный участок, четвертый под землю вот этот гостиничный и предпринимательская деятельность. Там 5 налогов должно быть, не один налог там должен быть. Это же не гостиница. Нет, все равно Это они не гостиница. должны, предпринимательская деятельность должны регистрировать. Дали разрешение, хотел сказать, на этот балкон. Ее не показали здесь, по-моему. Нет, Этого балкона здесь не показали. Это же Минприроды же говорят, какое-то дали разрешение. Нет, у него есть согласование проекта, никаких разрешений нет. У него есть согласование. Пожалуйста, это согласование. А разрешение, мы когда туда пришли, я сказал, Шамиль тоже был, когда мы гостиницу осмотрели, пришли, я сказал, остановите эту стройку, здесь кто-то упадет. Здесь не может быть такая стройка. Там сетку я хотел показать, здесь видео, видимо, сюда не принесли. Миллиметровая сетка, от которых этих кроликов защищают. Вот эта сетка, он огородил час, где этот шатер поставил. Я говорю, слушай, если ее ногой ударит, если кто-то напьется там, он просто облокотится, и упасть, никаких проблем там нет. А потом кто будет отвечать за это? Минприроды никогда не будет отвечать. Хотя это их территория, хотя они согласовали это все. Они скажут, а мы не знали, мы Махачкале, нам зачем это нужно? А куда смотрел участковый, куда смотрел глава села, куда смотрел глава района? Вот же их вопрос Шамиль был. Вот в Махачкале попробуйте хоть один раз ковшом ударить, чтобы участковый к тебе не пришел и замечания не сделал. И не приостановил. Ни одного самозахвата мы не допустили. Все, вот, давай, никаких проблем нет. Вот обращайтесь по любому стройке. Тебе дал с сегодняшнего дня все стройки, которые у нас есть, мы земельный контроль, земельщик ушел, на другого мы ее возложим. Все земли, которые выданы законно, незаконно. Вот я говорю, все земли выданы под ИЖС. Везде коммерческие объекты. Пожалуйста. Там земля переводу подлежит, там совершенно другие налоги. Если под коммерческим объектом земля находится, другие налоги. Там в этой части тоже и существенные поступления в бюджет будут у нас по этим землям. Надо вот добиться, чтобы перевели тоже эти все земляне. Мы даже из перевода готовы сейчас получить от них простой налог на доходы физических лиц от предпринимательской деятельности. Не переводя эти земли, давать им разрешение, пока почему? Потому что генплан не позволяет сейчас их перевести в коммерцию. Но когда генплан зарегистрируется, эти вопросы автоматически снимутся, они проще будет это все делать. Ну, элементарный вопрос, если из 280, здесь сколько зарегистрировано по заданию земли? Из 237, 86 не зарегистрировано. Пожалуйста. И 151 зарегистрирован. Пожалуйста. А зарегистрированы, не зарегистрированы числятся все кафе, здесь пекарни, какие-то там... Все самые большие плательщики налогов. Да. Например, кафе в горах, Гонох. Не, ее зарегистрировали. Да? Она зарегистрировалась. После нашего того выступления она зарегистрировалась. Она позвонила, сказала, что поставилась на учет. Буришами? Да, Батырова. Да, больше... Ну, мы же для этого это все делаем. Мы для чего делаем? Мы делаем это все, чтобы эти джампинги у нас были, чтобы люди зарплату получали, чтобы люди доход получали. Мы же не просто это все делаем.
чтобы люди могли заработать деньги. Также мы создаем эти все условия. Дорогу мы для чего строим? Газ мы для чего проводим? Электричество мы для чего делаем? Это все, чтобы люди могли зарабатывать эти деньги. Но когда строят кафе трехэтажное, там с рестораном, и когда говорят, что а что вы сделали, что мы там вам налоги платим, вот таких людей, конечно, нужно закрыть. Что вот участковый, если строительство кем-то осуществляется, участковый вправе и обязан на своем участке требовать документы. Пусть это не проверка предпринимательская, это не вмешательство в чью-то деятельность. Они просто пусть представят о том, что на законном основании. Пока имеется, раньше каждый документ прилагаем и приостановлен до того момента, пока установим и изучим эти документы. Таких приостановленных сейчас имеются тоже у нас. Но если нам будут заранее говорить, сообщать, чуть облегчить эту работу. Вопросы неформальной занятости, серой зарплаты, вы знаете, тоже очень актуальны на сегодняшний день. Ну и у нас по тем объектам, которые здесь есть, тоже самый мизер показывается, вот где тоже воля для деятельности. Налоговики есть здесь, у нас есть представители налоговых? Нету, да? Вот где им следовало бы тоже поработать. Мы представление напишем, и у нас очень много вопросов к налоговой инспекции. Почему-то налоговая инспекция считает, что сбором налогов должна заниматься милиция, судебные приставы, администрация, главы сельских поселений, кроме как налоговой инспекции. Вот они не должны заниматься сбором налогов, остальные все должны заниматься. В прошлом году провалили упрощенную систему налогообложения, 68% только собрали. И в этом году такая же ситуация была. Я знаю, что каждый участковый знает гостевой дом, ночью его разбуди, он называет каждый гостевой дом с улицы. Точно так же налоговый инспектор это знает, точно так же пожарник это знает, точно так же Роспотребнадзор это знает. Они все на виду. Никто из них не закрывается, никто из них не прячется. Но когда из 40 или из 50 гостевых домов 20 только стоят на налоговом учете, остальные, об остальном можно говорить. У них же других каких-то документов практически вообще нет никаких. И завтра, не дай бог, там кто-то отравится или что-то случится, они кому придут в первую очередь? Полицию придут, потом к нам придут. Потому что мы это все допустили с тобой. И отвечать нам с тобой придется за это все. Мы же не можем сказать, что мы там на дороге написали объявление, что вели себя правильно в Хунзалском районе. Вот, Анвар, письмо, которое мы написали в Минприроды. Согласно вашего перечня, особо охраняемая природная территория Хунзалского района на сегодняшний день 4. Природный парк Хунзалский, памятник природы озера Мочох, памятник природы Пещера и памятник природы Хунзалский водопад 325 гектаров. С учетом развития туризма в Хунзалском районе и обращения граждан, желающих вести строительство за разрешением на строительство и для правового регулирования вопроса ведения строительства рядом с ОПТ, нам необходимы сведения о границах таких территорий и санитарно-защитных и санитарно-охраняемых зонах. Не дали же они нам ответ? Не дали? Нет, о проделанной работе в этом направлении просим информировать нас. Это когда было? Это было 19 августа 2021 года. Вот с тех пор дайте нам копию. Копия. От того, что мы письма пишем, Шамиль, от того, что когда люди отравились из-за этого, а был там бассейн построил под мостом, люди отравились в Сирени Араны, нам пришлось отвечать. Хотя я по этому поводу писал сколько писем? 13 или 17 писем на республиканские инстанции. Главе республики писал, председателю правительства писал, проектно-сметную документацию сделал, деньги вытащил, деньги выбил, проект поставил на этот. 2 года за то, что они не построили этот объект, дело возбудили на администрацию. А вот в части, вот я вот не могу понять, вот с 21 года, а что, они не оформили на себя это? Нет, это их не парк. Это везде оно идет, и по публичной карте везде оно числится как особо охраняемая территория Министерства природных ресурсов. Ну так ответственно. Да, ну я имею в виду свидетельство о праве собственности. Нет, свидетельство, и не нужно свидетельство делать, они границы должны установить, потому что озеро Мочох тоже их охраняемая территория, природный парк, а на нее собственность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Но почему Министерство говорит, это наша собственность, Минприроды туда ходит, проводит там какие-то мероприятия проверочные, а кто это ответственный, когда надо искать
там если что-то случится. Ну, все земли же должны поставлены быть на кадастровый учет. Да, я же поэтому говорю, там Они получается... поставлены, вот имеется в Об виду. этом там разговор, чтобы они установили границы. Межевание надо провести. Ну, тогда вы хоть в своей части установите кадастровый учет. У нас же есть, у нас сельская территория же выделена здесь. Это же территория сельпоселения наверху. У него есть официальные Это границы. входит земля в этот их? Нет, их не входит туда. Они, получается, мы даже не знаем, какая территория у них природно охраняемый парк. Что за территория, где у них границы наверху, где у них границы внизу. Они же должны нам показать. А там наверху земельный участок, который выделенный под участком ИЖС, практически с края там, на расстоянии 3 метров, да, идут. А этот большой бассейн состоит 5 метров от края. 3-7 метров. Поэтому от того, что мы письма будем писать, от того, что мы будем перекладывать ответственность друг на друга, ничего не поменяется. Нет, почему? Мы дадим оценку, как нет? Нет, В рамках следствия мы дадим оценку этому всему. Я имею в виду, люди так гибнут, это самая главная задача. Безопасность туристов, безопасность не только туристов, и наших жителей в том числе. Потому что мы так больше ориентируемся на туристов, но наши жители не меньше сюда приезжают. Не меньше они работают. Этих вопросов мы сейчас не хотим перекладывать это все на кого-то, на что-то там, почему так, почему не так, где это должно быть, что это должно быть. Я думаю, что основная задача обезопасить людей, которые приезжают к нам в гости. Очень неприятная ситуация. На самом деле неприятно. Наверное, да, когда тот зимой турист упал, тоже неприятно. Очень неприятно было. И сейчас тоже неприятно. И когда про Хунзарский район всегда говорят хорошо, и один раз в год почему-то должно быть такое случиться, что на весь мир должны проследовать Хунзарский район негативно. Или отравлением, или там со смертью кого-то, или еще что-то, или еще какие-то мероприятия, которых можно избежать. Ну, 100%, конечно, невозможно, я же сразу говорю, оградить 6 километров со стороны Хунзаха, ограждение поставить. Это кто может такое ограждение поставить? Никто не может. Вот там выделены земельные участки частников. Прямо под смотровой площадкой с правой стороны, куда мы дорогу закрыли, это частная территория. Вот завтра он скажет, дайте мне дорогу туда. Вопросов нет, имеет, кого не имеет. Да, ну это другой вопрос, но она там у него сейчас есть. Она там у него сейчас есть. Разговаривали, их тоже предупредили, что в обязательном порядке. Да, Кадиеву предупредили, сказали, ограждение поставить. Другие предупредили, чтобы ограждение поставить. Но туда, на Этля, который, я же вам пример приводил, на видео снял я их. Два этих пришли, встали там на край, дальше там почти где мусорный асфальт. А их кто остановит? Или тех людей, которые вот сейчас, я вам показывал, на Мунчоке не только на воде, которые. Квадроциклы же тоже там есть. А ими кто управляет? Кому разрешают управлять этими квадроциклами? Там же каждый человек, кто попал прийти, естественно, на него и кататься же не может, наверное. Должны быть какие-то документы, должно быть какое-то разрешение у этого человека. Или тот человек, который в прошлом году прыгал там на этом параплане. Определенные зоны. Да. Это же просто так не делается. Или мы поставили условия, вот этим Мунчосам 3 года мы их оставили работать же. Оставили, чтобы они заработали деньги. Теперь сказали выйти на 50 метров, а от того, что межевик поставил вместо 50 метров 20 метров, они стоят на 20 метрах. Один стоит на 20 метров, другой ушел на 60 метров. Я говорю, это неправильно. Они будут решать, это не будут. Поэтому я сказал Хусейну, чтобы поставили границу 50 метров от водной глади. А за 50 метров, чтобы перевели, после 50 метров должна быть дорога, после этой дороги должны быть их дома. И притом, вот как сделал этот муслим, хорошее, нормальное место, которое можно не стыдно пригласить людей. И, кстати, санузел сделал идеальный, который на магнитном замке, где внутри вода и все условия там. Конечно, да. Конечно, он будет платный, бесплатно не может. Но основная наша задача привлекать туристов, чтобы наши жители могли заработать деньги. Это наша основная задача. Ну, соответственно, и безопасность. Одними силами администрации, полиции или органов эта безопасность не получается. Вот этих людей, Шамиль, я главе тоже сказал, с каменной чаши, что убрали.
элементарно 5000 рублей не могут потратить, сделать поручни туристам, которые не спускаются. А один есть такой, может, его уберем. Один есть, который вот так не может что-то сделать, другие согласны. Если согласны, давай другие пускай делают, а то уберите оттуда. Уберите, пускай другие, кто может делать, делают, работают, зарабатывают себе деньги. Там с представителем выезд организуем, что и вопросы там же надо обозначать. Здесь это не определим, что там, как там. Буквально, вот несчастный случай на воде. Вот у нас тоже ребенок утонул в районном центре Музафи. Я слышу, по всем населенным пунктам практически везде есть сооружения, где купаются дети. Лучшее, что нашли, знаки вывесили о запрете купания. Но это не лучший выход, наверное, все такие ситуации. Правильнее, наверное, будет сделать все-таки ответственными, поставить кого-то, можно из числа старшеклассников, из числа молодежи, организовано, чтобы это что купание происходило, чтобы были старшие, которые следят за этим процессом. От того, что мы вывесили эти знаки, купаться тоже никто не прекращает, все равно дети туда идут. И мы не застрахованы от того, что и в последующем эти случаи не произойдут. Есть такое предложение, глав обязать, пусть старшие в течение тех дней, которые теплые, когда купаются реально, да, люди, пусть там будут люди ответственные, которые могут, если нужно, пойти на помощь и спасательную операцию какую-то организовать. Вот таким... Когда этот ребенок утонул, более 20 человек, молодых людей, в том числе директор спортшколы и другие молодежь, очень много было на этом озере. Ни один человек не заметил этого всего. Очень много людей было, купались. Решить вопрос, конечно, очень тяжело. Нет, не просто, чтобы отдыхали, чтобы люди ответственность чувствовали. Вот их время ответственности, чтобы в период, пока они там находятся, чтобы отслеживали всю ситуацию. Дежурство можем какое-то организовать, да. Участковый там час-два, глава администрации. Работники по несовершеннолетним, в том числе и от отдела полиции. Насколько в селах точно так же, как это. Человеку. Тяжелый вопрос, очень тяжелый вопрос. Не потому, что я этого не хочу. Я сам вырос вот так, когда, я же вам рассказывал, Аварское кольцо нас кидали, когда нам 6 лет было. И вдоль кольца стояли все взрослые. Время поменялось, сейчас кому-то поручить, сказать, что вот ты сегодня стой здесь и отвечать за это. Даже если он там будет, ответственность, насколько у него будет. Потому что вот на лестнице. Вот я не знаю, кто был застройщик, как это делали, но были установлены эти приспособления для торговых объектов, которые самые тонкие, которые при упирании детей даже, которые поломаются. Это тоже не подрядчик построили, это тоже мы поставили. Потому что хотя бы что-то, что было. Подрядчик сейчас не должен вот, хотя бы обслуживать определенный срок, 6 лет там. Как... Подрядчик много что должен. Вот, надо вот насчет этого сейчас, именно в этой части надо эту работу провести, чтобы он установил это все. Если будет детям держать, такие мелочные вопросы глава сельского хозяйства должен видеть и делать, заниматься этим. Поэтому же, Шамиль, поэтому он в прошлом году эти поручни поставил, эту трубу вокруг этого бассейна поставил, это он поставил. Это тоже не было там. Хотя он не имеет права, хотя он не может туда деньги потратить, хотя он не должен был, это освещение он поставил туда. Не потому, что он мог это делать, а потому, что попросили его сделать для людей, для жителей нашего района. А этот объект мы не можем ни принимать, мы ее не можем, ни туда купаться людей отпускать, ни даже, вот как вы говорите, дежурного туда поставить тоже мы не можем. Оно там вообще воды не должно быть сейчас, по большому счету. Тогда слить хотя бы на безопасном уровне. Да, на безопасный уровень тоже сколько хочешь. Сзади есть специальная часть для детей. Глубже там наверху. Не глубже туда лезут. Там есть верхняя часть вот сюда. Вот сюда там метра и дальше. Да, детская сейчас. Поэтому все, что можно, нужно делать, конечно. Это я не говорю, что сейчас мы на подрядчика, на кого-то, на другого, на третьего сейчас ссылаться. И озеро, самое хорошее озеро в республике, такого нет. Вы, наверное, слышали случай, не так давно в Москве в хостеле где-то пожар случился, 8 мигрантов погибли. Вот не далее, как вчера, показывают, заключают под стражу инспектора пожарной безопасности, который где-то формально какие-то акты подписал о безопасности. И к чему это? Сегодня те времена, когда на Хуайк-Адар списывают, прошли.
крайнего находят, какое бы происшествие ни случилось, поэтому просьба, требования каждому очень ответственно на своем участке подходить. И предвидеть, что вот этот случай тоже может произойти, и может вопрос об ответственности каждого из нас может быть поднят там. Поэтому, пожалуйста, очень ответственно подходите к этим вопросам. Будет правовая оценка дана, найдут крайнего, и виновное лицо будет привлечено к ответственности. Я думаю, что вопросы можно поставить каждому, кто здесь есть. В прошлом году летом мне звонят, говорят, Мочевское, Шудудинское озеро горит. Этот человек потратил деньги, посадил там 5000 деревьев, там сосны, ели, там плодовые деревья. Позвонил, осадали, там горит, позвони там пожарную часть или там что нужно делать. Он позвонил в пожарную часть, сказали, это контролируемый пожар, там никаких проблем нету, все под контролем. А 70% деревьев сгорели у этого человека на контролируемом пожаре. Я говорю, слушайте, ну хорошо, что хоть не тот человек, который там что-то может делать, но из года в год шудудинцы сжигают траву. Другое село не сжигают, шудудинцы сжигают. Ни одного материала на эту главу села не возбудили. Хотя это его собственность, вся сельхозземля это его собственность. Ни одного материала в отношении ни одного главы мы до сих пор не возбудили. Да? А если пожар случается, мы ищем там потом, когда лес начинает гореть, весь район там поднимает, соседних районов поднимает, а тот глава села, который это сделал, он сидит спокойно и не несет никакой ответственности. Сегодня предостережение представим ему, пускай будет понимать, что в случае чего будет. Мы эти предостережения тоже давали. Каждый год мы даем письма, чтобы они следили за этим. У нас МЧС тоже работает ежегодно по 2 раза, и в купальный сезон, и в летний сезон, и в каждый сезон мы это предупреждение им даем, что ответственность они несут, что это все не должно быть. Ну, посмотрите, каждый год весной, в апреле месяце горит только что туда. Другие села не горят, только что туда горит. Потому что чувствуют безнаказанность свою. Чувствует, что сюда, если посадят его, что за ним там кто-то позвонит и отпускает его. Надо одного наказать, посадить надо один раз. Ущерб заставить возместить, экологический ущерб. Один раз. Ну пусть Хочвар предъявит иск. Оставшаяся жизнь будет работать на возмещение. Поэтому такие вопросы, которые возникают у нас, их нужно, наверное, хоть один раз показательно сделать. Точно так же вот военкомат правильно сказали, если в каждом населенном пункте, если мы по одному человеку накажем, для других будет пример. Молодой человек, который получит статью за то, что не пошел защищать свою родину, не выполняет обязанность свою, которая на него возложена. Тем более 1 год службы, да, 1 год службы, не успеет туда пойти, обратно прийти. И 1000 причин находят. Смешно. На самом деле, человек ногу сломал, чтобы в армию не пойти. Ногу сломал, молодой человек, 23 года. Как так можно? Как этого человека, надо этот крокодил поставить его в населенном пункте и показать, что вот этот человек ногу сломал, чтобы в армию не пойти. Как он хоть невесту находит такие люди? Подготовьте протокол сегодняшнего мероприятия. Разошлите каждому и не так просто, что мы здесь собрались, поговорили, обсудили это все, а что приняли какие-то меры. Обязательно должно быть. И к военкомату, и к отделу туризма, и к другим организациям, которые нужно сделать, которые должны выполнять свои функциональные обязанности. Если нужно главам сил поселения, если нужно другим участникам этих мероприятий, нужно принимать меры. Если пожарникам, если к следствию, если райотдел, все должны знать, кто что должен делать и как это все делать. И валить друг на друга, как говорят участковые, незаконное строительство не относится к нашей компетенции. Стыдно, конечно.